Сыктывкар будут развивать комплексно. Первым делом обновят район от Октябрьского проспекта до улицы Старовского. Аварийное разрушающееся жилье снесут, вместо него построят многоэтажки, школу на 600 мест и ФОК. Вот только такой новости рады не все сыктывкарцы. Часть сетует на высокую этажность зданий, указанную в плане. Вырастут ли небоскребы в 25 этажей и что думают переселенцы из ветхого жилья, расскажет Наталья Юрьевна. План на застройки района Катаева-Старовского-Октябрьский наделал немало шума. Согласно ему, здесь в скором времени могут появиться высотки. В сети активно обсуждается этажность домов. В плане до 25 этажей. Одни сыктывкарцы высказались за, другие против. Тем временем сама территория представлена в мрачных тонах городского пейзажа. Вновь старые деревяшки в центре внимания. Пока общественность спорит об уместности небоскребов, неприглядный район приманивает к себе подозрительный контингент. Из расселенного общежития без окон и дверей доносятся голоса. В подъездах деревяшек мусор, скрипучие ступеньки, ходящие ходуном, о закрытых и безопасных крышах здесь не слышали. Люди вынуждены жить на грани. С улицы ситуация не краше. В некоторых домах вместо фундамента пустота, а доски разделяют сантиметровые щели. Двери в подъездах повело. Жильцы квартиры потихоньку латают. Старые разваливаются, уже сами ремонтируем и все такое. Новое, конечно же, нужно. Все строить новое. Дома холодно, отопления может даже не быть. Деревянные дома надо сносить везде. В принципе, это не дома уже. Конечно, нужно. Зачем они нужны, эти старые дома? В тщательном описании не нуждаются и придомовые территории. Кадры нагляднее. Непроходимые бурьяны и овраги, песочница, напоминающая клумбу, проржавевшие трубы и парующая земля. Многообразный ландшафт в одном квартале. О переселении аварийных домов начали говорить несколько лет назад. Планы по перестройке из года в год переносились. Новая федеральная программа о комплексном развитии территорий заработала в этом году. Для того, чтобы в нее войти с успехом, власти разработали проект, который поддержал замминистра строительства ЖКХ России Никита Стасишин во время последнего визита в Сыктывкар. Сейчас мы находимся вот здесь. И вот это вот, да, под картой? Вот эта вот часть. И это 7 гектар? Да. 7,5 гектар всего квартал, но возможно под застройку 6. Понятно, линии, да? Да. А что с сетями? Сети тут все нормально, у нас ЦВК рядом, сети существующие есть, особых проблем мы не видим ни в сетях, ни в тепле, ни в воде, ни в электрике. Тогда надо делать, 100%. Проектом подразумевается снос 23 жилых домов общей площадью около 17 тысяч квадратов. Построить нового жилья планируют в 9 раз больше за счет этажности. По проекту многоквартирные дома возведут до 25 этажей. Именно этот показатель и вызвал споры у сыктывкарцев. Позицию против высказала и мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. На одном из фото строящийся 25-этажный МКД в Москве. Рядом видны 5-этажка и 9-этажка. Несмотря на заявление Минстроя РК, лично я уверена, что это не наша история. Такие дома в центре Сыктывкара строить нельзя. Как отмечают в Минстройкоме, вопрос об этажности не утвержден. Однако квартирный вопрос стоит остро. Необходимо расселить огромное количество аварийного жилья, предоставить квартиры сиротам и многодетным семьям. Спрос высокий, поэтому рост в высоту считают оптимальным в профильном ведомстве. Раз многоэтажки, значит и стоимость квадратного метра будет более-менее сносной. Ту презентацию, которую мы готовили, мы там указывали сразу переменную этажность с возможной до 25 этажей. Но о том, что именно 25 этажей и не миллиметром выше или ниже, мы такого нигде не говорили. Мы рассматриваем вариант повышения этажности в рамках существующих всех градостроительных норм, правил, с учетом характеристик грунтов, которые, естественно, будет понятно после проведения изысканий. Поэтому это пока еще вопрос открытый для дискуссий. Увеличение этажности сдвинет мертвую очередь из сирот. Эта льготная категория десятками лет не может получить жилье, даже по решениям суда. А еще в городе Сыктывкар очень медленно реализуются и другие жилищные программы. Для молодых семей, для многодетных родителей им выдаются участки под индивидуальное жилищное строительство без дорог и инженерных коммуникаций. В итоге многодетные перепродают участки. В общем, дискуссий будет много с общественниками, парламентариями и с представителями мэрии. Решение будет одно – то, которое устроит все стороны. И тут прежде всего важно мнение людей, которые сильно хотят улучшить свои жилищные условия и жить в нормальных квартирах рядом с развитой социальной инфраструктурой, которая тоже запланирована при застройке. Наталья Юрьевна, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.